Наш эфир продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Лесной пожар замечен в 20 километрах от Ленска, а в Хангаласском улусе готовится к обработке очага сибирского шелкопряда. Новый тест на антитела теперь можно сдать в Якутске. Чем эта технология превосходит привычный нам метод ИФА? И вновь премьера. Якутский триллер «Ичи» появился в 3 онлайн-кинотеатрах. Расскажем, каких. В Женеве завершились переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Это был первый с 2018 года российско-американский саммит, а также первый очный разговор Путина и Байдена в качестве глав государств. Встреча прошла в конструктивном ключе, во всяком случае, так ее оценили оба президента. Путин назвал Байдена взвешенным и опытным собеседником, из чего можно сделать вывод, что лидерам удалось найти общий язык. Примерно о том же сказал и Джо Байден, заявив, что несмотря на разногласия, атмосфера на переговорах была доброжелательной и способствовала взаимопониманию. Путин и Байден приняли совместное заявление по стратегической стабильности. Лесной пожар замечен в 20 километрах от Ленска. Возгорание обнаружили накануне днем, уточнили в единой дежурно-диспетчерской службе Ленского района. В соцсетях очевидцы показали видео, на кадрах огонь продвигается вдоль трассы. Ранее на территории района в этом году не фиксировали лесные пожары. А в Хангаласский улус завезли химикаты для обработки очага сибирского шелкопряда. Прошлой осенью инженеры и лесопатологи на территориях Якутского, Намского и Хангаласского лесничеств выявили очаг сибирского шелкопряда общей площадью около 205 тысяч гектаров. При этом 2/3 площади очага приходится на Хангаласский район. Территории, пораженные лесным вредителем, начнут обрабатывать химическим препаратом кланрин, который, по заверениям специалистов, опасен только для насекомых. Завезли 40 тысяч литров химиката и сейчас готовят его к распылению с воздуха. В Хангаласском улусе обработают лес от границы улуса с городом Якутском и до села Еланка. Предварительно, это завтра-послезавтра мы уже начнем, получается, распылять препарат на территории Намского и Якутского лесничеств. Получается, они у нас запланированы под обработку в первую очередь. Ну и, соответственно, затем идет Хангаласское лесничество. С момента распыления, согласно требованиям, там 14 дней нельзя будет там заниматься сбором дикоросов и так далее. Все больше мусора и бытовых отходов появляется в лесах по Вилюйскому тракту рядом с Якутском. Нерадивые дачники, забирая отходы со своих участков, не довозят их до мусорных баков, а оставляют в лесу по пути в город или просто складируют у ворот полигона. По словам дачников, причиной такого беспорядка стал возврат платного приема мусора на полигон. Однако представители МУП «Жилкомсервис» опровергли данную информацию, подчеркнув, что бесплатно мусор принимали только весной. До 1 июня мы принимали этот мусор. Сейчас мы также принимаем этот мусор, но уже на общих основаниях. Любой человек может подъехать туда, на полигон, либо туда, либо здесь, взять талоны на захоронение по цене от 123 рублей до 370. Тут в зависимости уже от вида мусора. Тест на наличие антител IgG или иммуноглобулины G теперь можно сдать по новой технологии. Тест-система нового поколения поступила в Республиканскую клиническую больницу номер 3. Разработали ее в научном институте имени Гамалеи, и теперь новая тест-система доступна во многих российских городах. Чем она отличается от привычных нам ИФА-тестов и почему ее называют наиболее точной, расскажет Ульяна Шагина. Новая тест-система, как признаются сами врачи, более точная. Она способна определить не просто наличие антител IgG в организме, а выявить в сыворотке крови пациента вирус-нейтрализующие антитела, что и позволяет отнести их к тест-системам нового 3-го поколения. Уже привычное для нас ИФА-исследование, старый метод, определял на наличие антител класса IgG суммарное значение. А новый наш метод будет определять не суммарное значение, а именно наличие анти-РБД антител.
Кстати, наличие антител даже в высоких титрах не всегда означает наличие иммунитета. Защитной функцией обладают только те, что нейтрализуют вирус. А это как раз-таки те, что блокируют RBD. Поэтому и точность новых тестов практически стопроцентная, так как они выявляют только определенные антитела. Метод тестирования такой же, как при ИФА, готовится не менее 3 дней. Делается чуть дольше РБД, поэтому внедряемся, учимся все делать новые. Сперва центрифугируем, все по нумерации смотрим. Делается целых 4 часа один анализ. А РБД еще чуть дольше? Чуть дольше. Для проведения исследования кровь забирается также из вены и рекомендуют ее проводить не ранее, чем через 3 часа после последнего приема пищи. У пациента, контактировавшего со штаммом SARS-CoV-2, в крови должны иметься анти-RBD антитела. На днях узнала в инстаграм-странице больницы, я пациентка этой больницы, что делают здесь более углубленный тест на антитела, и решила сдать, потому что среди моих знакомых очень многие, оказывается, переболели на ногах, и я подразумеваю, что у меня то же самое было, потому что я несколько раз болела, сдавала ПЦРы, а вот антитела вот впервые сдаю. Пока тест-система нового поколения имеется только в республиканской клинической больнице. Проводится она для лиц, переболевших, контактировавших, либо бессимптомно перенесших COVID-19, а также для вакцинированных после 21 дня после получения второго компонента противоковидной вакцины. Ульяна Шагина, Илья Сыромятников, Якутск. Алданский район в антилидерах по распространению коронавирусной инфекции. На минувшей неделе заболели 29 человек. Какие меры против ковид принимаются? Материал Татьяны Вахниной. 31 пациент получает лечение в стационаре. 13 человек с установленным диагнозом «новая коронавирусная инфекция» находятся под медицинским наблюдением. Такова оперативная обстановка на 15 июня. За прошедшую неделю отмечен рост заболеваемости. Вирус выявляется в разных возрастных категориях. За неделю у нас это получилось плюс 29 выявленных случаев новой коронавирусной инфекции. В основном это лица, прибывающие из-за пределов Алданского района, как из Якутска, из других районов республики, из других регионов России. В Алданском районе продолжается второй этап прививочной кампании против новой коронавирусной инфекции. Последняя партия поступившего в район препарата практически освоена. Ожидается поступление дополнительной вакцины. До конца года иммунизацией планируется охватить не менее 70% населения. Для этого количества необходимо порядка 13 тысяч доз. Хотелось бы, чтобы население было более сознательно, более активно шли, не думали только о себе, что если они не провакцинируются, их это минует. Они могут стать причиной заболевания других лиц, тех же лиц группы риска, пожилых, больных хроническими заболеваниями, которые могут и не справиться с этой болезнью. Медработники не могут не отметить, что самосознание граждан растет. Сегодня люди стремятся знать как можно больше о том, как уберечься от коварного вируса. Строже соблюдаются и меры безопасности. Сознательность есть. Я думаю, что сейчас как-то и маски стали использовать, все равно используют. То есть переживают за свое здоровье, за здоровье родственников. Все-таки это видно, что немножко, наверное, средства массовой информации повлияли. Может быть, личный опыт у кого-то. По убеждению специалистов, эпидемиологическую ситуацию по новой коронавирусной инфекции стабилизирует массовая иммунизация. Медработники также подчеркивают важность неспецифических мер профилактики, минимизирующих риск распространения вируса. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. От желающих поступить в средние специальные учебные заведения прием документов начнется завтра. Количество выделенных бюджетных мест в этом году более 6 тысяч. Из них порядка 3 тысяч мест для абитуриентов, поступающих после 9 класса. Это на 100 мест больше, чем в прошлом году. В связи с ограничительными мерами документы будут принимать дистанционно до 15 августа. Кроме того, по некоторым специальностям абитуриент проходит вступительные испытания в виде тестирования. Для них последний день приема документов 10 августа. В этом году прибавилось 16 новых профессий. В этом году мы открыли 16 новых профессий и специальностей. Большинство на базе 9 классов. Также можно сказать, что в большей степени это промышленная направленность, да, в сфере IT,
Также можно поступить, к примеру, в Шатайский техникум на специальность монтажник, также мехатроника и робототехника. Всего на территории Республики Саха-Якутия функционирует 42 профессиональных образовательных организаций, куда могут подать заявление. Сейчас приемная комиссия техникума связи и энергетики готовится к ответственному моменту. В этом году выделено 200 бюджетных мест. В учебном заведении готовят наиболее востребованным профессиям в области IT-технологий и программирования. На одно место от абитуриентов поступает 15 заявлений. Как рассказали в приемной комиссии, в этом году прибавилось 2 новых направления. После 9 класса начнут обучать монтажников связи. Также возобновили подготовку охранников пожарной сигнализации. На базе 11 класса у нас монтажник связи, новое направление. И возобновили мы охрану пожарной сигнализации на базе 9 класса. Проблемы были, что со стороны подачи документов, то есть не могли понять портал, не могли зайти через госуслуги. Но в этом году эта проблема отстранена, то есть устранена точнее. И, соответственно, но хочу сказать, что у абитуриента у самого должна быть запись, утвержденная в госуслугах. Якутский триллер «Ичи» появился в 3 онлайн-кинотеатрах. Об этом сообщил режиссер картины Костас Марсан в своем инстаграм. Цифровая версия «Ичи» стала доступна по подписке на Кинопоиск HD, Премьер и Винг. Мистический хоррор рассказывает о семье фермеров, переехавшей в новое место, которое пустовало долгое время. Много веков назад здесь произошло страшное событие, после чего люди в страхе покинули свои жилища. Главные роли в картине сыграли известные якутские и российские актеры. 27 мая фильм «Ичи» вышел в широкий российский прокат. Около 1500 гостей посетят СЭХ Олонхо в Алекминске. Национальный праздник отметят 26 и 27 июня. По информации пресс-службы Минкультуры региона, среди гостей и официальные группы. Делегации из районов, наслегов Алекминского района, члены режиссерско-постановочной группы, участники культурной программы. Традиционно основным организатором выступит театр Олонхо. Открытие будет включать в себя 3 блока. Церемонию устроения тюсюльге, обряд благословления, благопожелания, окропление кумысом, небесным божествам и духом природы, алгыс и масштабное театрализованное представление по мотивам Олонхо. На церемонии закрытия театр покажет спектакль. К этому часу это вся информация. Оставайтесь с нами.